эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Корпорация развития Дальнего Востока получит полномочия для работы в Арктике. Сейчас корпорация является управляющей компанией для свободного порта Владивосток и 20 территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока. При этом в начале февраля Минвостокразвитие предложила создать ТОР «Столица Арктики» в Мурманске. Если проект будет утвержден, она станет первой ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенной за пределами Дальнего Востока. Тогда корпорация сможет управлять ей после расширения полномочий. Количество банков, в которых можно получить ипотечный кредит по программе «Дальневосточная ипотека», достигло 10. У заявителя есть выбор банка, который ему наиболее удобен с точки зрения расположения или наличия счета в том или ином банке. По данным агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике, банки заключили свыше 3600 кредитных договоров на общую сумму более 12,5 миллиардов рублей. Лидерами по числу заключенных договоров являются Приморский край, Якутия и Бурятия. Правительство Российской Федерации дополнительно выделит Дальнему Востоку почти 35 миллиардов рублей на ремонт мостов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти средства позволяют привести в порядок 39 путепроводов и 11 километров искусственных сооружений. Из общей суммы дополнительно выделяемых средств Бурятии будет предоставлено свыше 5 миллиардов рублей. Амурской области 6 миллиардов рублей, Забайкалью почти 2,5 миллиарда рублей. Из этих средств Якутия получит свыше 4 миллиардов рублей, Сахалин более 2,5 миллиардов рублей. А вот конечную стоимость строительства моста через реку Лену в Якутии определят по итогам разработки и прохождения проектной документации госэкспертизы. Так, проектная документация будет разработана в этом году за счет средств частного инвестора. А в первом квартале 2021 года планируется прохождение государственной экспертизы. Непосредственно строительство моста будет вестись с 2021 по 2025 годы. Напомним, что в середине февраля этого года консорциум группы ВИС и Ростеха подписал с правительством Якутии соглашение по финансированию и строительству моста через реку Лену под Якутском. Единую платформу для управления данными отрасли ЖКХ планируют внедрить в Якутии. Ее создание позволит интегрировать информационные системы ресурсоснабжающих организаций и органов власти региона, а также осуществить поэтапный переход на полностью электронное взаимодействие. Отмечается, что благодаря такой трансформации жителям не нужно будет собирать квитанции и справки о задолженности. Авиакомпанию «Якутия» хотят признать банкротом. Соответствующее исковое заявление поступило от компании «Аэрокарго Плюс» в арбитражный суд республики. Как следует из искового заявления, с Якутии в пользу «Аэрокарго Плюс» были взысканы убытки в размере свыше 223 миллионов рублей. Во исполнение постановления был выдан исполнительный лист. Однако определенная сумма на расчетный счет кредитора не была перечислена. По состоянию на конец января основная сумма долга авиакомпании «Якутия» составляет почти 211 миллионов рублей. Компания «Алроса» выручила почти 12 миллионов долларов США на аукционе по продаже алмазов специальных размеров во Владивостоке. Там компания реализовала 123 алмаза общей массой 2205 карат. В этом году участие в аукционе приняли компании из Индии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Бельгии. В общей сложности участники приобрели более 70% представленных на торгах алмазов. До конца года «Алроса» планирует провести во Владивостоке еще 2 аукциона – летом и осенью. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.